Привет. 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 Don't trade on me. Да. Что это значит? Вот это? Да. Типа, не трогай меня. Не трогай меня. Не трогай меня. Не трогай, блядь, меня. Ну, я тебя Да. трону. Ага. А Что, чё мы по-английски футбол? не понимаешь, что ли? Не, почему? Понимаю. Ну, я типа думал, ты это наверх поднимешь, там какой-то типа вымпел, ну, другое название еще должно. А, Типа это незаконченная фраза. ну не, вот так все есть. Don't tread on me. Это типа девиз американской революции. Американская революция? Американская революция началась. Это называется Гадсденовский флаг. Бенджамин Франклин Франклин. нарисовал. Бенджамин Франклин нарисовал змею, разрубленную на кусочки. Это типа 13 штатов, 13 колоний. И типа, когда на кусочки разделены, они слабы. Но если они все объединятся в одну змею, это такая гремучая змея, на которую ты не захочешь наступать. Не трогай ее. Не трогай, у тебя все будет нормально. А? И всем пиздец тогда будет, правильно? Да, не трогай их, она тебя не будет трогать. Но если ты наступишь на нее, да? Хорошая идея же, по идее. Бля, ну хуй знает. Ну а чё тебе не нравится? Регбийской команды, может быть, да. А чё тебе не нравится? У тебя какая идея? Идея? Да. Блядь. Сделать что-нибудь такое невероятное, чтобы люди порадовались. Ну, например. Чё? Ну вот, мне нравится музыка, вот я играю типа металл, блядь. Угу. Black Sabbath там, да, у тебя написано, я не вижу. Black Dahlia Murder. Black Dahlia. Этот, как Dahlia? Цветок это лилия, да, или что такое? Цветок, да. Ну, георгин. Да, георгин. Лилия, георгин. Это группа такая? Это твоя группа? Нет. Я люблю такую группу. Что за жанр? Дэткор. Дэткор это. Вот эти, да, которые? Да. Это так обычно люди говорят. Сепультура типа, да? Нет, это очень легко. Ну, Сепультура это разве не этот? Не то? Ну, это мне не нравится. Ну, это что же дэткор, да? Нет, это грув метал. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. А что, на концерты какие-нибудь ходил? Ой, на все ходил. Они приезжали в Россию, что ли? Да. Они откуда сами? С Америки? С Америки. Ну все, походу... Ты из Америки? Я нет. Я с Омска. Ну, может, в Америку поеду. Да кто тебя пустит? А что, а кого я буду спрашивать? Поеду. Ты просто взял на поезд, блядь, и поехал. Ну да. Омск, Лос-Анджелес, блядь. Омск, Астана. Да. Что, есть такой поезд? Омск, Петропавловск, Астана. Что тебе не нравится? Оттуда на самолете. В Америку. Ну, с Астаны в Америку. Теперь все сообщение, с Америкой, с западными странами будет через Казахстан. Через Казахстан? Да ты сам Казахстан. Омск. Омск. А ты, у тебя корни какие? Ну, какие? Ну, казахские. Казахские. Омские. Омские. Ты в Омске? Ты откуда сам? Я где родился? Да, нет, где живешь, где родился, да. Ну, это разное. Я живу в одном месте, родился вообще в другом. Ну, в каком месте? Вот в каком месте? Я из Сербии. Да ладно. Сербия? Сербия. Белград. Ты серб? Серб, да. А можешь по-сербски поговорить? Нет. А что, не знаешь, что ли? Ну, потому что я там родился, и мы уехали туда 5 лет в Россию. Ну, я как бы не знаю его. Да. Ну, ты как бы связь с Сербией поддерживаешь, там, культуру, то сё, хотя бы следишь, новости? Нет. Нет, вообще похер. Это похуй, ну, А у тебя в паспорте кто написан? Серб?
Нет, у меня русский. А, ты русский? А ну у тебя родители сербы, да? Нет, папа серб, мама русский. И ты, получается, тоже русский? Получается, да. Но родился я там. Но мне паспорт сделали в 14 лет русский. У тебя есть еще сербский паспорт, да? Ну, типа, я могу спокойно ездить, мне вообще. А Сербия, она в Евросоюз не входит, да, по-моему, еще? Нет, нет. Ну, скоро войдет. Войдет? Нет. Ну, не войдет? Не хочет входить она? Нет? Не дадут, ты чего? А, ее теперь не пустят? Она потому что Россия же союзник, правильно? Ну, да, мне кажется, да. Ну, понятно. Нахер тогда такой паспорт? Лучше бы какая-нибудь Болгария была бы. Блин, вот. Сейчас. У меня почему-то два уха выпадает. Алло? Да-да-да, слышно. Вот, у меня почему-то... Ну, слышно, но так плохо что-то слышно, как-то глухой звук. Ты просто далеко. Ага. Все. Ага. Я настраивал это. Мне сказали, знаешь, мне ребята сказали, зайди в 50 рулетку, и охуей, какие тут люди, типа, как они тебе насчет политики будут загонять, короче. Я так говорю, мне, блядь, насчет политики загонять? Я с 2008 года я не смотрел телевизор. Я то же самое. Интернет у меня настроен только на вот это, ну, то, что мне надо. Угу. Ну, какие-то новости, они мне нахуй не нужны. Да, ну что у тебя там? У меня металл. Мы ебашим металл. Только металл, да? И все. Да, вот, все. Я занимаюсь, блядь, светом, звуком, нахуй. И что там творится, мне вообще не похуй. Угу. Потому что никто не придает значению там Кот-д'Ивуару. Почему? Угу. Блядь, там какая-то, блядь, еще какая-то страна, там, блядь, Сирия, где-то Сомали, блядь. И вот. И что, я не понял? Типа, войны, они, типа, периодически, они, типа, всегда будут. Ну, и все. И я такой думаю, блядь, ну, типа, если... Ну, блин, это другое, это другое. Тут-то, во-первых, война в Европе, во-вторых, это, блин, самая масштабная. В Европе? Ну, а что? Нет Европы. Мы не в Европе, вы не в Европе. Мы не в Европе. А ты где вообще находишься? Сейчас Москва. Ну вот ты в Европе, как бы географически. Понятно, что на самом деле-то Россия не Европа, Нет. это понятно. Ты сказал, что Россия Я Европа? говорю, географически-то считается Европа. Правильно? Нет. Я имею в виду, и вот получается со времен Великой Отечественной, это вот самый крупный этот вообще военный конфликт. Понимаешь? Это тебе не Кот-д'Ивуар. Эй, блядь. Это вообще... Не, ну вот смотри, вот твоя группа, да, вот, любимая, вот эта Black Dahlia Murder, она больше никогда в Россию не приедет же теперь. Она не приедет, там вокалист повесился. Ну хорошо, другие группы, которые ты любишь, они тоже не приедут. Или ты, блин, русский дескор будешь слушать? Есть русский дескор вообще? Да, Slaughter to Prevail. Ну. Это самое... Не, почему? Так их запретят тоже. Их тоже скоро запретят. Скажут, скажут американская музыка. И все, и запретят. Это типа, как было же в советское время, типа это. Если сегодня слушаешь там джаз, завтра родину продашь. Вот про тебя скажут. Ты, во-первых, короче, серб. Во-вторых, еще американскую музыку слушаешь. И все. А? Тебя как зовут? Оскар. А? Оскар. Оскар. Меня Мирко зовут. Сербское имя, да. Ну, я с ним борюсь уже 20 лет. А что ты с ним борешься? Хочешь быть Мирославом, как Мирон? Мирославом? Нет, ты должен сказать Иван. Ну ты что, из Мирка будешь Иван, что ли? Ну ты смотри, у тебя тоже типа, как называется? Чё? Стереотипы. Тогда я тебя должен называть Нурлан. Почему? Ну, потому что ты из Казахстана. Я из Омска. Ну ты же казахские корни у тебя. Правильно, ну так Омск это казахская территория.
С чего ты взял? Ну, блин, казахи там всегда жили. А, община какой-то? Какой общиной, блин? Это казахская территория. Ты в Омск? Омск приедь? Да, ты в Омск приедь и походи по этим, по улицам, зайди там, особенно в этих, в области, посмотри, там одни казахи будут. Ты чё? Ты серьезно? Серьезно? Подожди, Омск. 2517 из Омска же, нет? Да. Ну, Ну, они чё такие фашики? какие фашки? Так, кто такие, блядь? Кто такие фашки? Ты просто знаешь... 25-17, 25-17, чё они такие Я тебе одну фашики? скажу, потом ты можешь сказать. Знаешь, расческа? Расческу знаешь? Чё за расческа? Расческа. Ну вот, волосы причесывать. Ну, и чё? Ее раньше назвали гребенка. Ну, И вот так вот, когда расчесываешь, да. всех под одну гребенку. Да. Вот это А поворот! чё, Вот 25-17 ты не, 25-17 не фашики? Нет, вообще ни разу. Почему? Они- Ну, блин, ну я их я знаю же, что они там типа, я русский, Не-не-не, то ты все, вот ты слушал короче. их вообще? Да, слушал, я их слушал, вот многоточие, было же многоточие? Да, Многоточие, многоточие. отрицательное влияние, 25-17. На сердце боль взгляд Да. смотрит в Нихуя него. Знаю не я понял. их. Просто смотри, было... Вначале очень они нормальные интересно. были, потом Ещё, фашики извини, стали. Извини, пожалуйста, Оскар. Я был на концерте 2517 Мгм. в 2000, наверное, 9 году где-то. Мгм. И там приходило вот это фанатье ебаное, бритоголовые вот эти Да. долбоебы, которые там зиги кидали, блядь, Да. и останавливали концерт, и бледный говорил, идите нахуй, блядь, отсюда. Ну, это он потому, что, наверное, это уголовной статьи боится просто. Какой в эти года, когда 2009 было всем вообще похую. Ездили фанатье, ебашили всех, блядь, по метро, по всем вот этой хуйне, и все было пиздец, какая хуйня творилась. Всем было похуй. Это началось чё скинам так нравится это 25-17 тогда? Если бледный не приветствует, чё им каким так скинам нравится? их не существует вообще. Как не существует? Как не Это была существует? раньше мода, дань моде была вот это вот, как раньше была эмо, вот эта вся хуйня, скинхед, блядь. Ага. Это была непродолжительность какого-то, ну, типа, модное было. Вот Да, это, да. модно раньше было. Блин, А меня потом эта хуйня радует, резко меня радует прекратилась. только, что все вот эти бывшие скины, они теперь на Украину поехали и там сдохли. Откуда Заебись. такая информация? Четко. Блин, они с 2014 года туда поехали. В основном эти нацболы. Лимонов, есть же Лимонов? Это бред вообще полный. Почему, бред? Лимонов, это вообще, это, блядь, Лимонов ничего не делает, но как бы то, что он создал, вот его вот эти все люди, они Он же с- поехали, там, поверь, поехали на Донбасс. я общался с кучей людей, вот дохуя людей, с кем общался. Ты со ты со скинами общался? Да, Я да. имею в виду, вы рокеры же, по идее, со скинами должны быть вообще на контрах. М? Вы же рокеры со скинами на контрах должны быть. Мы раньше играли одно и то же. Это было, ты когда, вот смотри, я тебе объясняю ситуацию. Смотри, Мгм. мы приехали на футбол, дерби. Куча, я не знаю, сколько их там было, там миллион, блядь, был человек. Ну, не миллион, ну, Мгм. Зига-зага. человек 200, наверное, где-то, 300, блядь. Зига-зага. Общался с кучей со всеми народу. Все ебашут, знаешь, для чего? Чтобы, блядь, потусить, водки побухать, блядь, подраться где-то. Мгм. Вот это вот футбольная хуйня. Типа накрыть кого-то, и все. Всем вообще до пизды было. Напалить всем вообще было похуй. В смысле? Ну Это подожди, было вот в подожди. этих Вот годах. они когда вот накрыть, ты говоришь накрыть кого-то. Кого они там пойдут бить и накрывать? Футбольный движ, ну типа подраться с другой Понятно, командой. понятно. Вот Фанат. они будут потом по фейсам. Понимаешь? Не по Мгм. паспорту российскому, а по фейсу будут бить. Раньше не было такой хуйни. Ты мог приходить, делать что угодно. Это сейчас Face ID, вот это все говно ввели. Я тебе не про Face ID, я тебе про лицо свое говорю. Про лицо. Про ну. лицо говорю. Потому что опасно ходить. Раньше? Понимаешь? Да. Не-не-не. Ты что, смотри, у нас были даже, знаешь, что у нас был? У нас была такая хуйня, когда мы приезжали, и там были, блядь,
с нами... Не, ну, блядь, конечно, да. Но это раньше хуйня была. Сейчас Ну она... и сейчас будет она. И Нет. сейчас она будет. Потому что Путину это все это нравится. Он будет дальше там. Нравится что? Именно что? Я не понимаю. Вот это вот стравливать людей, он будет это То, что мы не любим, русских. А? с украинцами, да и у меня миллион знакомых украинцев, они охуенные ребята. Я обожаю, блядь, украинцев, обожаю русских, блядь, там сербов, кавказцев у меня дохуища, дагестанцев, блядь, всех хуй. Нихуя такая хуйня не пройдет. Это раньше, может быть, можно Ну а было сколько бы таких сделать. людей, как ты? Они все, блядь, братаны, мы же люди все, правильно? Ну мы-то люди, а эти нас за людей не В Казахстане, считают. я вот, знаешь, я в Казахстане был в Копчегае. Был в Копчегае? Не, Копчегая не был. Охуенный, ну, типа, как этот, блядь, как курорт, там охуенное просто. Да. место, блядь. У меня там друг жил, мы, блядь, пригласил просто. Ты что, ссышь охуенно. там? Да. Копчегай сейчас, я читал переименовали. Ну нет, это я был давно. Копчегай переименовали, Сейчас Кунаев назвали. А, Куна? Ну, я Советский деятель коммунистический. Глава. Глава КЗССР. И так заебись было. Я был там лет, наверное, блядь, 8, наверное, назад. Ага. Охуенно там. А что тебе понравилось там? Да мне, блядь, там все понравилось, блядь. А люди какие? А это, подожди, сейчас еще вопрос. А у тебя это, есть такая хуйня, типа, зачем они делают, ну, типа, рынок-мырок, ну, типа... А, понял? есть такая, есть такая, хуйня? Я да, вообще да, не да. понял сначала, что за хуйня? Есть такая. Конфетки-манфетки, блядь. Да. Чё? Именно через букву М. Базар, мазарт, вот это вот. Ну, типа, Ну. ну, я такой, Да. эй, возьми там хлеб, блядь, ну, там, это, принеси там, шлем. Это казахская такая, казахская фишка. Ну, и все, и, блядь, охуенные ребята, блядь. То, что, типа, не такие, как мы, типа, у нас кто-то сказал... Не, то, что блядь, казахи кто-то охуенные белый, ребята, кто-то чёрный, блядь. я и так знаю, что ты мне рассказываешь. Не, я тебе про что говорю, то, что, типа, нету этих делений, блядь. Но Ты это, говоришь, не хотят это в Казахстане Хуй нету. они там разделят. чё, Это в блядь. Казахстане нету. А в Омске-то есть, и, блин, у вас там где-то в Москве тоже есть. Знаешь, в Москве они сделали, знаешь, еще сейчас Москву? В Москве сейчас настолько он разнациональный, блядь. Просто пиздец. Раньше такой не было хуйни. Тебе это нравится? Мне похуй вообще. Ну, блин, разнациональные. Это что, эти Куча киргизы? националистов, миллион. Киргизы, таджики, все. я имею в виду, они работают таксистами, доставщиками, там, Ну, курьерами. Да. Ну, правильно? Ну, Это да. получается как бы по факту такая кастовая система, как в Индии сложилась. Ой, не, ну ты не сравнил, конечно, блядь. Ну чё нет, ну ты вот просто КВН посмотри, как там их изображают. КВН. Ну ладно, ты телевизор не смотришь. Хорошо. Чё, ты, блин, тебе с тобой сложно, ты кроме металла ничего не смотришь. Не, почему? Я же смотрю интернет. Ну хорошо, а в YouTube, интернете, кроме YouTube, металла, что там YouTube. еще? Ну что в Ютубе вот ты смотришь, чтобы тебе примерно... Какие каналы? Я Да, раньше смотрел да. ЧБД, мне нравилось. Да, ЧБД, хорошо. Сейчас ЧБД Ладно. нет почему-то. Да, ну про ЧБД, ладно, я говорить не буду. А чё? Ну, в смысле, я про ЧБД не знаю, что сказать. Я имею в виду, там они все не русские. ЧБД. Нурлан. Ну, Нурлан русский. Нурлан ваш. Нурлан казах. Нурлан ваш. Да, он из Ты Казахстана. не русский, а это Щербаков, это долбоёб. Щербаков русский, да. Долбоёб. Ну, долбоёб. Эй, долбоёб. Ой, бой. Эй, долбоёб. А, кельч. Есть такая хуйня, разговор? Эй, бля. Эй, Ну, прикинь, такой. Манера разговора, да, сама вот эта? да, что тебе не нравится? Хуй знает. Ну, она сразу же агрессивная. Эй, бля. Ну, так это казахи же.
Не, ну есть понты такая хуйня. Типа казах без понтов, блядь. Беспонтовый казах. Да, без понтов. Есть, да, такая хуйня? Есть, Надо есть. понтоваться. А? Ну, это как менталитет, типа, как идет. Правильно? Это люди выработали такую культуру вынужденно. Вынужденно? Почему? Чем они были вынуждены? Ну, чем? Ну, чтобы человек, чтобы никто его за овцу не принял. Понимаешь? За овцу? Да. Серьезно? Казахи овец режут. Ну, Они не овцы, они овец режут. Ну, Ну. И вот получается, некоторые, чтобы показать, что вот он не овца, он поэтому вот так вот сразу это, типа, идет агрессивно воспитание, разговаривает. Из детства это идет воспитание, типа того. Либо ты Ну, режешь, либо да. ты овца. По идее, как бы это в мелочах, ну, то есть казахам всегда объясняют, что казах вообще, казах, да, это переводится с тюркского «свободный человек». Мгм. Поэтому казахам все время объясняют вот это, что типа у него должно быть честь, да, намаз, что он Да. свободный человек, чтобы он не какая-то там овца, об которую можно ноги вытирать. Понятно? Менталитет. Это менталитет. Это менталитет, да. И вот получается, у некоторых это проявляется вот таким образом через агрессию. Но в целом это как бы позитивный момент, потому что это поддерживает как бы вот это чувство самоуважения у людей. Понимаешь? Да, ну, типа он чувствует себя самодостаточным. Типа. Да. Когда да. он так разговаривает, понял. Ну, не всем нужно так разговаривать, чтобы чувствовать себя самодостаточным. Ну, видишь, ты уже Главное... пошли по слоям людей, да? Типа, почему ты так не разговариваешь? Нет. У каждого это вот это внутреннее чувство, да, оно проявляется по-разному. Ну. В зависимости от возможностей человека. У некоторых казахов они почему-то говорят. Потому что они, допустим, говорят по-казахски, им по-русски сложно говорить. Понимаешь? Им по-русски сложно. Вот ты когда вот иностранный язык учишь, ты первое, вот когда ты сам учишь не в школе, да, а сам на улице, через общение, тебя каким словам первыми научат? Ну, конечно же, матом. Матом, правильно. И получается, вот эти казахи, их первые русские слова, которые они выучили, это мат. Был кетнакутак был, да? Кетнакутак? Но это не по-казахски. А, это по-какому? Но это казахские слова, но они русское предложение казахскими словами. Но это не казахское предложение. Ну, мне там они так говорили, типа, ну, матом, когда вот так. Это казахи, которые не умеют по-казахски говорить. А, да? Да. Наебали меня, получается? Да, получается. Нахуя тогда запомнил я тогда это? Заебись, ты такой, ну, адекватный, вот, мне нравятся адекватные люди, блядь, которые, типа, соображают чего-то. А насчет вот этих политических тем, нет. Ты найдешь такого чувака сейчас, по-любому, сейчас будет с автоматом, тут сейчас мне чувак попал с автоматом, и это говорит, тоби пизда. А я ему говорю, бачок потик? Почему? А что ты ему так? Ну, потому что не бачок потик. Почему? Ну, почему меня хочет убить? Кто сказал?